Пана з вами. Дорогі брати і сестри, в эту найсвятейшую ночь, коли Пан наш Єсус Христос перейшов від смерті до життя, Костел кличет детей своих рассеянных в Божьем свете собраться на чувание и молитву, коли мы ушануем память Пасхи Пана. Боже, Ты про Сына Своего спасла верным огонь Твоей славы, освети гэты новый огонь, и праз гэта пасхальное светло запалил нас жадание неба, каб мы с чистым сердцем змогли прийти до святла вечного, праз Христа Пана нашего. Аминь. Христос учора і сьогодні. Початок і конець. Альфа і Омега. Йому належить час і вічність. Йому хвала і володарство през усі веки вечные. Аминь. Славные, нехай стережи і оховує нас Христос Пан. Амен. Святло Христа, яке у хвалі воскрес, нехай розгонить темру наших серців і думок.
Узрадуйтесь, ожогоря в небе, узрадуйтесь, Божия слуги, някой славы обвещает спасение, Богом корысть великого Бога. Веселись, земля, опроминная вознесным бляском, Бо освятил тебе промыть предвечного вода. Целый свет мягкой отчудит, чтоб избавился от темы. Узрадуйся, Господи, наша Матерь, оздобленный сиянием Христова светла, и нехай лучшим спевом наполнится грядая святыня. От вас прошу, браты наимилейшие, что закрепляетесь ясностью святого полымя, как разом со мною призывали милосердность у всемогутного Бога. Нехай же только без моей заслуги учинил меня своим слугою, наполнить меня светло, как звук я вознести хвалу к этой свечце. Позвони, угору сердце, поцелуем Пану Богу нашему. Справи годна этой справедливо, всем сердцем розумом и побожным спевом, прославлять небашного Бога, Отца всемогутного, и Сына Ягодного, Одинородного, Иисуса Христа. Ем справедливого Отцу заплатил за долг Адама, и своею кровью снишил зависть стародавней вины. Гэта и есть тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго кров'ю освячаюцца дары верника. Гэта тая ноч, у якую ты вывел з Єгипту наших праотцов, сынов Израилевых, и пастухи мне перевел праз Червоное море. Гэта тая ноч, якая святлом вогненного слупа грабов рассеивает и рассеивала землю. А сёння гэтая ноч усіх веруючих у Христа нашої землі визволяє від давніх правил і змроку греху, вертає ласку і злучає у свободу святих. Гэта тая ноч, у якої Христос, разорвавши пути смерти,
нічого ми не тримали старожиться, коли мені прийшло збавлення. О, якая ж дивозная для нас Твоя ласка, о, якая невыносимая любовь, как откупить Бога Ты отдал Сына. О, справедливый благословен был грех Адама, бо Его сгладила смерть Христа. О, счастливая вина, якую згрішив такий великий Откупитель. О, справедливо благословленная ночь, бо только она была годной видеть час и годину, у якую Христос повстал з мертвых. Гэта тая ночь, о якой написано, и ночь, як день будет ясна, а так само ночь має світло і має розкоша. Святость греха і ночі проганяє злость, змиває праведних і вергає упавших, а засмучених радость. Знішає ненависть, яднає у злоті, і скарає землі влади. У эту ночь полную ласки прими святую вечеровую веру прославления, якую тобі складає святий костер, урочисто керуючи руками своїх слуг, гетую свічку, любов процепчали на горою. Мы уже верим в значение этого воскового светоча, який вшанованием Бога запалює яркий вогонь. Хоть й отдає часто свого святла, однак же застається незмінним і нічого не губляє. Бо живиться воска, який дала процвітає вшава, кабу творить вікою коштовною походрю. О, справедлива благословенная ночь, у якою злучається земної з небесних, а справедності я з людськими. Тому просим Тебе, память, как света, что на хвалу имя Твоего храны, несломно полыхнет, рассеивающий темноту этой ночи. И приняты Тобою, як приняты Бога, нехай случится со светлом небесным в небе, нехай живет полыхнее аж до світання, покой не узрите справное солнце, Иисус Христос, Твой Сын з мертвых повстал, який осветил людський своєю ясністю, і з Тобою живи говорить на віки вічні. Амен, амен.
православний, який до нас, парафіянів і гостей, які сьогодні зібралися в нашій святині на праздничне воскрешення нашого Спаса Христа, скерують на слово відживання. Вже на початку дякую вам, шановний отець Миколай, що знайшли хвилинку на початку сьогоднішньої літургії побыть з нами і поділитися этим радостным закликом, что мы, католики, сьогоднішньої ночі розпочинаємо зустрічатися урочистість Воскресіння Спаса. Я искренне всех приветствую, дорогой отец Виктор, дорогие братья и сестры. Я также искренне благодарю вас за приглашение ваше. Искренне рад побывать, также разделить с вами радость воскресения Христова. И, конечно, все мы знаем слова из Святого Евангелия, что Иисус Христос своей смертью смерть победил. И мы, дорогие братья и сестры, должны набраться сил, терпения, любви, веры в Бога, чтобы ответить, скажем так, взаимностью на эту любовь к Христову. Ведь Господь сделал это ради нашего спасения. И я искренне желаю, дорогие братья и сестры, чтобы в ваших сердцах всегда царила вот эта любовь, которую Господь нам дал. И, конечно же, Божьей помощи во всех ваших трудах, добрых делах, молитвах, чтобы Господь укреплял вас во всем и, конечно же, придавал силы и Божьей помощи содержать и храм ваш прекрасный, и, конечно же, всех искренне поздравляю с светлым Христовым воскресением, праздником Пасхи. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! С праздником вас! С праздником! А до всієї нашої спільності сердечно дякую вам, шановний отець Миколай, за те, що з нами завжди є, знаходиться хвилинку. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була безладдям і пустечою, і тіло було над поверхнею бездани, і Дух Божий луна над водами. І сказав Бог: нехай станеться світло, і сталося світло. І убачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від тіни. И назвал Бог светло днем, а тему назвал ночью. И был вечер, и была раница, день перший. И сказал Бог: нехай станется склепіння посеред води, и нехай йому отделить воды от водов. И учинил Бог склепіння, и отделил воды, что под склепінням, от водов, что над склепінням. И так сталося. И назвал Бог склепіння небесами. И был вечер, и была раница, день другий. И сказал Бог: нехай зберуться воды, что под небесами, у одно место, и нехай з'явиться суша. И так сталося. И назвал Бог сушу землею, а звук водом морем. И убачил Бог, что это добро. Сказал Бог: нехай земля выдаст зеленину, траву, что рассевает насіння, и плодовое древо, что дает плод по воде гатунку своего, у яким насіння його. И так сталося. И выдала земля зеленину, траву, что рассевает насіння по воде гатунку своего, и древо, что дает плод, у яким насіння по воде гатунку його. И убачил Бог, что это добро. И был вечер,
и была раница, день третий. И сказал Бог, нехай станутся святили на небесном скрепении, как отделили день от ночи, как вызначали певные часы, дни и годы. Нехай станутся это святили на небесном скрепении, как осветлять землю. И так сталося. И учинил Бог два светила великие. Светило большее, как кировало днем, и светило меньшее, как кировало ночью, и зорки. Изместил их Бог на небесном скрепении, как осветлять землю и кировать днем и ночью, и отделять светло от тени. И убачил Бог, что это добро. И был вечер, и была раница, день четвертый. И сказал Бог, нехай закишать воды живыми створениями, и нехай птаство лютое над землей, под небесным скрепением. И створил Бог великих морских рыб, и усялякое живое створение, что ползает и кишит в воде, поводле их народу, и усялякое птаство крылатое, поводле роду Яруна. И убачил Бог, что это добро, и благословил их Бог кажучи. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птаство нехай множится на земле. И был вечер, и была раница, день пятый. И сказал Бог, нехай земля выдаст живые створения поводле роду своего, живет ползуном, и диких зверов поводле роду своего. И так сталося. И створил Бог диких зверов поводле их роду, живет поводле их роду, и усих земных ползунов поводле их роду. И убачил Бог, что это добро. И сказал Бог, учиним человека поводле нашего образа и нашего подобенства. Нехай панует над рыбами морскими, над птаствами небесными, над животными, над усёю землею и над всяким ползуном, что ползает по земле. И створил Бог человека поводле своего образа, поводле Божьего образа створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и волнуйте ее, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, якие рухаются по земле. И сказал Бог, вось я даю вам усялякую траву, что рассевая насенье по всей земле, и усялякое древо, плод якого рассевая насенье, копьяны и вам на спожиток. А усим живым истотам на земле, и усялякому небесному птаству, и усяму, что ползая по земле и маем совет дыхания життя, я даю на спожиток усялякому зеленину. И так сталося. И убачил Бог все, что он створил, и было оно вельми добрым. И был вечер, и была раница, день шестый. Так были завершены небеса и земля, и все ихнее войско. И скончил Бог усёмый день працу свою, якую зробил, и на сёмый день отпочил от усёй працы свою, якую зробил. Гэта Слово Божие. Нехай сидит дух твой, и землю отновить. 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 Благослови душа моя Бога,
Помолимся. Всемогутный вечный Боже, Дивосный Ты во всех Твоих странах, учеников откупленных Тобою народ зразумів, накольки цудовна була справа створення на початку, і є ще цудовніша справа откуплення в повний час, коли як пасхальне явлено, благословена за нас Ісус Христос, який живе і владають на віки вічні. И пророк Бог Авраама и сказал ему: Аврааме. И он отказал: это я. Бог сказал: возьми сына твоего одиного, якого ты любишь, Исаака, и иди в землю Мория, и там принеси его спаление на Господь, про якое я скажу тебе. Авраам стал вельми рано, оседлал осла своего, взял с собой слугу своих Исаака, сына своего. Наколол дрова спаление и, уставший, пошел до места, про якое сказал ему Бог. На 30 день Авраам взял очи свои и убачил зарядное место, и сказал Авраам слугам своим: застанься тут со злом, а я и хлопец пойдем туда и поклонимся, и вернемся до вас. Взял Авраам дрова спаление и устал на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли на 2 раза. И сказал Исаак Аврааму, отцу своему: отец мой. А тот отказал: это я, сын мой. И он сказал: вось огонь и дровы, где же глянувши спаление? Авраам сказал: Бог нам глядит себе глянувши спаление, сын мой. И они шли 2 раза. И пришли на место, про якое сказал ему Бог. Авраам побудовал там кверник, распал дровы, и завязавши сына своего Исаака, поклал на кверник поверх дрову, и протянул Авраам руку свою, и взял нож, как заклал сына своего. Аллея Лабана покликал из неба и сказал: Аврааме, Аврааме. И он отказал: это я. Ангел сказал: не подобрай руки твои на хлопца, и не робись ничего, бо теперь я ведаю, что ты боишься Бога и не пошкодовал сына своего одиного для меня. Узял Авраам очи свои и убачил за собой барана, який заблудився у пущаві рогами своїми. Авраам прийшов, узяв барана і принес йому все спаління замість сина. І назвав Авраам те місце Пан бачить. Тому сьогодні говориться: на горі Пан буде бачним. Ангел Пана другий раз покликав Авраама з нього і сказав: присягаю, каже Пан, покольки ти зробив это, не пошкодував сина своего одиного, то я благословлю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе, и як песок на березе моря, и потомство твое сдобудь Аврааму руку твою, и отнимать благословение потомства твоему все народы земли, бо ты послушался голосу моего. Это слово Божие. Заховай меня, Боже, от Тебе сподівся. Заховай мене, Боже, от Тебе сподівся. Заховай меня, Боже, от Тебе сподівся. Заховай меня, Боже, от Тебе сподівся. Панчатка спадши моєї Thank you.
покажу славу мою на фараоне и всем войску Якову, на колесницах и вешниках Якову. И доведаются египтяне, что я, Павел, а я покажу славу мою на фараоне и всем войску Якову, на колесницах и вешниках Якову. И зрушился ангел Божий, и пришел перед войском Израиля, и пошел заду их разом день, и слух облачный пересунулся спереду назад, стал помеж войском египетским и войском израильским, и была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь повести один до одного. А коли Моисей притянул Богу до мора, пахнуло мором сильным ветром всю ночь, и перетворил сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля присяжать его море на суше. Вода была в них, стяною справа и слева в Богу. И погнались египтяне, и вошла за ними вся этому морю вся конница фараона, колесницы и вершники Якову. И вот на свитании Пан поглядел на войско египтян со снопа огненного и облачного, и привел в завешенное войско их. И подвернул воду колесницу, что им тяжко было выбраться. И казали египтяне: «Утекаем от Израиля, бо Пан воюет за их слухать египтян». И сказал Пан Моисею: «Протягни руку свою до мора, как подорвались воду до египтян и колесниц и вешников их». И коли Моисей протянул руку до мора, на самом свитании его вернулась на свое место. И бегла вода насустрач египтянам, які утекали, и потопил их Пан серед пари. И вернулась вода, и накрыла колесницы, и вешников всякого войска фараона, якого вошло за ними в море, и не засталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по суше серед моря, и вода стояла около них, стяною слева и справа боку. И в той день вызволил Пан Израиль из рук египетских. И убачили израильтяне мертвых египтян на березе моря. Убачили мощную руку, якую Пан узнес от египтян. Сполохался народ Пана, и поверил Пану и Моисею, слузе Якову. Тогда Моисей и сыны Израиля заспевали песню Пану. Співаю Пану твою розвичайку. Співаю Пану твою розвичайку. Співаю Пану твою розвичайку, не вішника розкинув Бога. Одна сильная песня стала им слава в пении. И он Бог его прославляю, и он Бог хоть самый Бог возвеличу его. Колесницы фараона в войске окинул Бога, лепшие варяны поднули лучше воды горы. Бездани проглядела, я не сошли по глубине. Правица твоя, Пане, прославлена под царю, правица твоя, Пане, первая
Молимся. Боже, Ты в святого заповеду раскрив нам все стародавніх чуда. Море червоне, де направо безкросний купіль, а люд визволити з неволі, де вияви таємниці християнського народа. Чинікавши люди прозгірів, здобивши волність обраного народа, были отружены Святым Духом, раз Христа Пана нашего. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан Могутел, имя Егоное, и Откупитель твой, святый Израиля. Бог усей земли, и Он будет назван. Бог жертву покинутую и засмученную духом, кличе тебе Пан. И як державки, отринутую молодости, звертается к тебе твой Бог. На малый час я покину тебе, але с великой милостью приму тебе. У приступе гнева я сховала тебе на хвилину обличье мое, але в вечной милосердности клітуюся над тобою, каже Пан, Откупитель твой. Бо для меня это как год иное, коли присягну я, что год иное не придут больше на землю. Так присягну я, что не буду гневаться на тебе, и докорять тебе не буду, бо горы сметут, и погорки захистаются, але милосердие твое не отступит от тебе, и заповед спокою моего не похиснется, каже Пан, який спогадає тебе, нещасне, незутешене, яку кидають бури. Вось я покладу твоє подстави на руинах, и подмурок твой на сапфирах. Я ж оздоблю твоє леже, упригожу приштанем твоє брамы, усю огороджу твою каштовими каменями. Усі сини твої будуть вучиться у Пана, і поспіх синов твоїх буде великий. На справедливості буде твой моцний подмурок. Ти позбудешся утиску, бо не будеш бояться. Позбудешься жалобу, бо он не подойдет на тебе. Это Слово Божие. Узвеличу Пана, моего меня звали. 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 Узвеличу себе, Пане, бо Ты меня не звали. И не дозволю ворогам моим потешаться с нами. Пане, Ты вырезал пламя душу мою. Ты уратовал життя моє сироти, хто сходить у могилу. Узвеличу Пана, моего меня звали. Спевайте Богу верные, памятайте про святость Ягою. Бог мил его предлаге их мнение, а ласкавость его всю життя. У вечера приходит спашка радница радость. Узвеличу Пана, моего меня звали. Боже, Пане, світуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой. Ты народ твой змінив на танець, Пане Боже, я буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Пана, моего меня звали. Молимся. Всемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство беззана крайца телей неверы, а бразанскую кросу повеличь только сынов Твоего обязания, как растет Твой спознал, что уже исполняется Той, чего святые давних часов с доверием чакали, раз Христа
вам завет вічний. Неизменные ласки для Давида. Ось я учитель для народа світка, проводыром и наставником для народа. Ось ты покличешь народ, никого не ведал, и народы, никакие нет для тебе. Подойдут к тебе Дерапана Бога твоего и святого Израиля. Благословят тебе. Шукайте Пана, покуда он дозволяет знести себе. Кличьте его, покуда он близко. Нехай безбожный покинет шлях свой, а человек беззаконный свои намерения. Нехай вернется к Пану, и он смилуется над ним. До Бога нашего, коли щодо на пробачение. Бо мои думки – это не ваши думки, и ваши шляхи – не мои шляхи, кажет Пан. Бо як небеса звышаются над землей, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно, як дождь и снег падает с неба, и туды не вертается, а як поет землю и роет себе родину. И она родит, и приносит плен сей беду, и хлеб для того, кто ест. Так и слово мое, якое выходит с уст моих, не вернется для меня безмерно, покуда не исполнится мною, что я хотел, и с поспехом досягнет того, для чего я послал. Это слово Божие. Будете черпать страницу злодея. Будете черпать скрыница избавления. Будете черпать скрыница избавления. Возьмем мое избавление, на Господище и бояться не буду, бо по моим отцам песням стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду скрыница избавления. Будете черпать скрыница избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Яхонаге, и обещайтесь народов славы Богу, нагадывайте, что вознесла имя Яхонаге. Будете черпать скрыница избавления. Спевайте Пану громче великие греши, огласите беда по всей земли. Веселись и радуйся же, как Россию, бо великий сила тебе святых Израиля. Будете черпать скрыница избавления. Молимся, всемогутный вечный Боже, единодействие, Ты устами пророков обвестил таемницы, что исполняются сегодня. Ума своего слава прагнение Твоего народа, бо только тяготу Твоему натхнению взрастают сноты Твоих верных, раз Христа Пана нашего. Читание книги пророка Барака. Слухай, Израиля, заповеди, які дають життя, схилі вуха, как спознать мудрость. Як сталося, Израиль, что ты находишься в земле ворога. Змарнел ты у чужой земли. Личит тебе опоганение, як мертвый. Ты залежный до тых, кто заходит в отклане. Ты покинул границу мудрости, коли входил дорогой Божией, успокойный, живу навеки. Познай, где мудрость, где сила и розум, и спознай, что самое, где долгое и счастливое життя, где світло очей і спокою. А лише хто знайшов її місце,
хто войшов у скарбниці її, той же, хто ведає ущо, ведає її, відшукає її своєю прищу. Той, хто створив землю на вічні часи і наповнив її четвероногими звірами, хто спасав світло, і воно прийшло, покликав його, і воно послухалося, його стремтінням. Зорки радостно сидять на своїх вартах. Його покликав їх, а вони казали, восьмому. Я не з радостью світить своєму Створителю. І Он Бог наш, і ніхто інший не може поравнатися з ним. Його знайшов усі шляхи мудрості і дав її слузі своєму, Ягубу Ізраїлю, умилуваному своєму. Після з'явилася вона на землі і поселилася серед людей. Гэтай мудростью ёсць книга заповедей Божьих законов, якія трываюць навеки. Кожны, хто його захоўвае, жыве будзе, хто яе адкідвае, памрэ. Верніся, Якубе, атрымайся яго. Хадзі у сяні яго святла. Не давай славы сваёй чужынцу, не прывілеяў твоих іншым народам. Счастливые мы, Израиль, бо ведаем той, что подобается Богу. Это Слово Божие. Пане, ти маєш слово вічного життя. Пане, ти маєш слово вічного життя. Пане, ти маєш слово вічного життя. Молимся, Боже, Ты несловно помножаешь костел Твой, раз покликанье доверенного народа, чини во славу, как Ты, кого Ты обмыл водою плеску, завшуды супроводжала Твоя книга, раз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Езекіеля. І скероване було
ім'я своє, якого знесли в дом Ізраїля, серед народів, до яких я прийшов. Там скажи дому Ізраїля, що так говорить пан Бог, іде для вас. Я зроблю это, а ділі моєго святого ім'я, якого зганьбили, ви серед народів, до яких я прийшли. І я свячу велике ім'я моє, знесловленное серед народів, до яких ви зганьбили його, і тоді вирішиться народи, що я, пан, каже пан Бог, коли моя святость проявится у вас перед вашими ихними, и я возьму вас народом, и изберу из усіх землю, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас водою чистою, и будете очищены от всего бруду вашего, и от всех идолов ваших, очищится вас, и дам вам сердце новое, и дух новый. Внутро ваше изберу сердце каменное с тела вашего, и дам вам сердце с плоти, и дух мой вдохну внутро ваше, и зроблю так, что вы будете ходить в законе моим, заховывать постановы мои и выкладывать их, и будете жить на земле, яким я дала отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого, я пойду, и зернуся перед Божьим обличьем. Душа моя Божа, прагне Тебе. Я обходился святошной громадой, у цудовища Богом Божий, сироту кличем радости, и спонатякою. Душа моя Божа, прагне Тебе. Пошли святотою Твою правду, нехай ныне я будь, я не приведу с меня Твою святую гору, и до Твоей Божьей прямо. Я приду до Божьего алтаря, до Бога радости веселья моего, и буду славить Тебя на морфе, Божа мой Божа. Молимся. Боже, наставление старого Нового заповедь утверждаешь нас на пасхальной таиннице. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, как примании даровитыми Ты теперь нас наделяешь, воззовал нас надеждами вечными, през Христа Пана нашего. Слава на високості Богу, а на землі Богу і людям добрий волі. Слава
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Читание послания святого апостола Павла для Римлян. Браты, лишь не веруйте, что все мы, пришли на Иисуса Христа, смертью Бога, крестились. И пойте, мы похованы живы пришли в смерть, как и Христос воскрес где становится. Так и нам ходить в новой жизни. Поколение преданное язык от небесной смерти Иоанна, то повинен быть преданный и небесному воскресению. Верующие, что мы наш человек, проживал язык этого, как было знищено грешное тело, а там не было уже воли грехов, но то их напугал, вызвались от грехов. Конечно, мы поверили с Христом, то верим, что жить будем с ним. Верующий, что Христос, воскресший из мертвых, уже не поминает, смерть уже не мает, один глаз. Вот то, что я помер, и помер нас возвращен для грехов, а что живее, так живете не могут. Так и вы ищете себе мертвыми для грехов, а живыми для Бога пусти Иисус. Это слава Божия. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Марка. Коли минула суббота, Мария Магдалена, Мария Якубова и Соломея купили пахуче аллеи, повести на масть Иисуса. И вельми рано в первый день тыдня приходят на могилу, когда взошло солнце, и кажут между собой: кто отсунет нам камень на новоколу могилу? И поглядевши, кажут, что камень отсунут, а дает был пень велик. И войшовши в могилу, бачили юнака, який сидел справа Богу, а правда белой одень, вельми спалохався. А він каже: не бойтеся, шукайте Єсуса Назарянина, приживаного, і он воскрес, його тут нема, ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть учням Івану і Петру, а перейдіть вас у Галилею, там його бачите, як
Гета слова Нехай слово Євангелія очистить з нас та гріху. Я вже прийняв Христів як своїх усиновлених дітей. Теперь скроем молитву про заступництво всех святых. Кирия Лейсон, Христа лейся, Кире лейся. Христа, почуй нас. Христа, вислухай нас. Святая Мария, Матерь Божия, Молися за нас. Святый Михаил, Молися за нас. Святые Девы Божии, Молитеся за нас. Святый Иоанн Креститель, Молися за нас. Святый Юзефия, Молися за Святые нас. Петр и Павел, Молитеся за Святый нас. Андрей, Молися за Святый нас. Яне, Молися за Святая нас. Мария Магдалина, Молися за нас. Святый Стефания, Молися за нас. Святый Игнаций из Антиохии, Молися за Святый нас. Лаврентий, Молися за нас. Святая Перпетуа и Фелицита, Молитеся за Святая нас. Агнешка, Молися за Святый нас. Григорий, Молися Святый за нас. Августыня, Молися за нас. Святый Афанасий, Молися за нас. Святый Базилий, Молися за Святый нас. Мартиний, Молися за нас. Святый Бенедиктий, Молися за нас. Святый Францишку Доминику, Молися за Святый нас. Францишку Саверию, Молися за Святый нас. Яне Марии Виannей, Молися за нас. Святая Катерина Сиенская, Молися за нас. Святая Тереза от Иисуса, Молися за нас. Святая Филомена, Молися за нас. Святый Юрий, Молися за все нас. святые Божии, Молитеся за нас. вот за нас милостивый, выбрал нас, Пане, от всякого злоха, выбрал нас, Пане, от всякого греху, Вибав нас, от Пане. смерти вечной, Вибав нас, от Пане. свое усиление, Вибав нас, от Пане. свою смерть и воскресение, Вибав нас, от Пане. послания Духа Святого, Вибав нас, мы Пане. грешные Тебе просим, Вислухай выслухай, нас, Пане. как осветил Твою ласку и в эту
Просим Тебе, Пане, нехай про Сина Твоего, на гэтую воду сиди, моц Духа Святого. Как уще праз кровь, похованы разом с Христом ушли, з'єм так само і повстали до нового життя. Яке з тобою живі благодать, в єдності Духа Святого, Бог прозруче віки вічні. Амен. Благословите креницы Пана, хвалите, возвеличивайте Его навеки. Теперь будет освяченная вода, якою мы будем покроплены, и так само водой, якою мы принесли с собой. Только вода, нечто концов, мы будем окроплены на успомин нашего просто. Нехай нас милостиво одновить, как мы заставались верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте просто. Тимчасово запалюємо свічки, бо після покроплення свяченою водою будемо визнавати нашу віру. Пане наш Боже, допоможи ласкаво нам Твоим верным, почуваючи в эту наисвятейшую ночь. Мы узгадываем Тебе справа наше створение, еще больше Тебе справа наше откупление. Выслухай ласкаво наши молитвы и освяти эту воду. Ты створил ее, как давала уродливость Нива, как умазовывала и очищала наше тело. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности, во прозъяве Ты вывел свой народ с неволи и надарил его смагу у пустыни. У предсказаниях пророков вода была знаком нового заповеду, який Ти пожадав заключити з чоловічством. Нарешті през воду, якою Христос освятив в Йордані, Ти обновив купель одрядження нашу сексуальну натуру. Нехай же эта вода нагадывает нам принятый хрест, как мы радовались разом с нашими братами и сестрами, охрещенными на святейшую ночь и в наиближший час. Праз Христа, Пана нашего. Покров нас, Пане. Дорогие братья и сестры, проспаскальную таємницю у сакраменті Христу были похованы с Христом у смерти
як разом з ним увійти в нове життя. Тому, скончивши 40-денний пост, обновив обіцяння Святого Христу, в яких ми колись виреклися злого Духа Його справ і пообіцяли служити Богу святим католицьким костюлем. Тому я питаюся у кожного з вас. Чи вирогаєтеся греху, как жить у свободі дітей Божих? Чи вирогаєтеся всього, що веде до зла, как грех не панував над вами? Чи вирогаєтеся сатани головної причини греху? Чи вірите в Бога лица всемогутнего Створителя неба и земли? Чи вірите в Ісуса Христа, Сина Його одільного Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який воскрес помилуй і сидить праворуч Отця? Чи вірите в Духа Святого, святий костюм католицький, єдність святих, відпущення греху, воскрешение тела, життя вічне? Всемогутний Бог і Отець Пана нашого Ісуса Христа, який родив нас води Духа Святого і відпустив нам гріхи, нехай свою ласку заховає нас на життя вічне в Ісусі Христі, Пану нашому. Амінь. Вода витекала з-под правого Богу святині, аллилуйя, і все живое, яке досягне дає вода, збавлена буде і скаже аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У гэтую ноч, полную ласки, помолимся разом до Бога Отца Всемогутного, за весь костюм Божий, за потребы свету и нас самих. Молимся за святого Отца Францишка, нехай подтриманы молитвой Костела, аховая скарбницу веры Костела и умацовывая все Костелы. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву. Молимся за вестников, здоровья диаконов, нехай распознающие знаки часу присвящают себе служению Евангелию. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву. Молимся за новокрещенных, нехай дадена им ласка принесе в их житті богатые плоды любови. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву. Молимся за всех, кто нас просил в молитве, кому наибольше потребна молитва, за хворых, терпящих з наших семей, з нашей парафии, особливо так само тих, хто просил нас в молитве. Лариса Слива просила в молитве за свою семью, здоровье для всех, особливо для всех членов семьи, свила, родения и новичковых. Нехай добрый Бог з мертвых повстав, усім благословляє. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву. Молимся за всех, за кого справується Мша Святая, хто хвірував квітки до гробу Господня тут, в нашій святині, на алтарі. За вас, шановні передавці, в ваших інтенціях, просячи всім здоров'я, Божої ласки, потрібні дари, святість, витривання. Так само за всіх, хто причинився, як в этой квітки були пригожо поставлені, за Наталію, Тамару, родних, близьких, які допомагають. Так само Галина, яка сіяла землю. Нехай всім добрий Бог благословляє. О Боже наш, в эту ночь почуй нашу молитву.
Молимся за нас тут собраних. Нехай радость воскресения проникает в наше ежедневное життя, натхняє нас на соправдне свідчення віри. О, Боже наш, в эту ночь, почуй нашу молитву. Боже, Господь добрый, Ты в эту ночь дозволяешь нам вспоминать воскресение Твоего Сына и помножаешь у нас дары Твою любовь. Виконай просьбу, які ми грешники приносим Тобі, і потримай нас на дорогах віри, прес Христа, Пана нашого. 40. Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu, wydarzy Cię od rana, naród niewierny, rodzi się Просим Тебе, Пане, прими молитвы даря Твоего народа, и ученика Твоего, верой поджарку посланной таемницы, благо над задатком вечно смоления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пана с вами. И с Духом Твоим. Бога сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сопротив Бога ты справедливо, слушна и исповедна, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, а особливо в эту ночь, Божу пречисто вещали Твою хвалу, коли Христос был мировали, як наша Пасха, бо Ён собравна и ягнём, Ён узял грех и світу,
восстание, того откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а горе необразом за всеми святыми спевают поминим хвалы, неоспенно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершинах, благословенный Ты, добрый Господь, имя Пана, Господа на вершинах. Соправда Боже, Ты святый, справедливо хвалить Тебе, все Твое створение. Во пресвета Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоции Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспешно разбираешь народ свой, как до сходу солнца и до захода, складав имени Твоему чистую вяру. Тому едность изучив костелом на святейшую ночь, с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, разъявил покорно воле Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего этой дары, яке мы принесли Тебе на вяру, как стали селены телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана, Иисуса Христа, яке нам наказал здесь снять гэтую таємницю. Бо я на той ночь, коли був видачен, узяв хліб, і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага все, бо гэта есть тело моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечерю взяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пейте з його всі, бо гэта есть тело крови моей, нового вечного заповету, яка за вас і за многих буде пролита для отпущения грехов. Гэта чиніться на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Пане, вспоминаючи знову муку Твоего Сина, а так само Його судовному воскресенню в небовшисті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую святую вяру. Глянь, просим на дар костела Твоего, и прими Его, як вяру, якою Ти пожадав на Твою землю. Дозволь, как бы узмоцнены телом и кровью Твоего Сына, наполнены Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с выбранниками Твоих, наиперш на святейшей Панне, Богородице Марии, со святым Иосифом ее братником, святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Юрием, святой Филоменой и всеми святыми, які про заступництво, мы сподяемся на Твою несловную допомогу. Просим Тебе, Пане, как это вера наша пред нами, принесет всему свету супокой и избавление. Пусть восхвалим воссылать в вере и любови костел Твой, який пилирует на земле, со слугою Твоим Папом нашим Францишком, бископом нашим Александром, со всеми бископами, всем духовенством, всем народом Тобою откупленным. Пусть милостивая эта просьба в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. Добрый
детей Твоих, наших померных братьев и сестер, и всех, кто властью Твоей дошел за этот свет, милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, и разом с ними завсюду радоваться Твоей хвале. Раз Христа, Пана нашего, раз якого одобришь свет всякими добротами. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, отчущено, верности Духа Святого, вся паша на них хвала, празднующие веки вечные. Называемся детьми Божьими, и им изъявляемся, там осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай Господь успокоит дни наши, поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжди добрі на греху і заховали до всіляки неспокою. Чекали сповнення щасливої надії, Христе, спаси нашого, Єсуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощай. Не сражай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь восхвален Бог Твоего, да Тебе супокой и едность, и ки живешь и молодаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Боже, я не
Ісус. Алілуя, алілуя, будьте веселі, як ніби ангели, чогось ми пожадали, чогось ми дочекали. Алілуя, алілуя.
wiecznym. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola
Даруй нам хлеб с неба, аллилуйя. Молимся, Боже,